Башкан Гагаузии Михаил Формузал выступил перед общественностью автономии с посланием к народу. По словам Башкана, в Гагаузии за последние 8 лет успешно укреплялись институты демократии. Однако глава региона дал свое четкое определение демократическим принципам, которые, по его мнению, далеко не являются народовластием. Понятие демократии и все, что с ней связано, приобрело сегодня самые негативные ассоциации в населении. Для большинства граждан демократия – это синоним лицемерия, но не народовластия. Демократические выборы – это торжество манипуляций, но не воля народа. Демократические реформы – это коррупция и воровство, но не улучшение жизни населения. На фоне такой удручающей дискредитации некогда прогрессивного явления Гагаузия остается, пожалуй, единственным регионом в Молдове, где демократические ценности и дух по-прежнему сохраняют свое изначальное значение. Примерно 1,5 часа длилось выступление главы автономии, в котором он дал подробный анализ картины того, как хорошо живут сегодня гагаузы и народы, проживающие рядом с ними. Сторонники Башкана подтвердили информацию о том, что действительно за последние годы в Гагаузии сделано многое. Михаилу Макаровичу удалось сделать акцент практически, на мой взгляд, во всех слабых и сильных сторонах нашей действительности. И думаю, что нам предстоит ее более детально изучить. Послание, которое только что огласил Башкан, я лично прослушал от начала до конца с огромным вниманием. Честно скажу, что редко слушал такие доклады, где можно было к чему-то прислушиваться, но это не очередное дежурное послание. Действительно, Михаил Макарович здесь подытожил весь свой опыт личный, весь опыт исполкома и всей Гагаузии за последние 8 лет. Очень радует то, что, зная его, когда его первый, он пришел 8 лет назад, какой уровень его был, он очень на 10 голов вырос в своем посту. Общественный деятель Гагаузии Леонид Добров после завершения мероприятия отметил, что хорошо обозначенные Башканом пункты, озвученные как послание главы региона гагаузскому народу, можно было за эти 8 лет решить, так как проблем в регионе очень много, практически в каждой сфере. А в своем сегодняшнем послании наш уважаемый уходящий Башкан нажал на все болевые точки, которые можно было при его должности раскрыть абсолютно на все. То, что было, то, что есть, и даже дал четкие наказы будущим Башкану и следующим составу депутатов Народного собрания, как правильно принять какие законы для того, чтобы удачнее поднять наш статус, нашу экономику, чтобы удачнее вести диалог с центром. Гагаузия свой выбор сделала 22 марта в пользу Ирины Влах. Апелляционная палата города Комрат утвердила итоги выборов. Как следствие, обозначенные в послании проблемы в регионе перейдут на плечи новоизбранного Башкана после того, как состоится ее инаугурация. Гагаузский народ в ожидании того, что следующие 4 года женщине удастся управлять автономией лучше своих предшественников и улучшить ситуацию в регионе.